Доставку грузов автозимниками через 2 недели сменит навигация. До начала сезона осталось 2 недели. Кроме того, немного осталось до старта строительства Жатайской судоверфи. Насколько суда готовы к навигации и какую роль в ней будет играть новый объект, расскажет Юрий Осипов. Федор работает токарем в производственном цехе Ленского объединенного речного пароходства вот уже 23 года. Сейчас он занимается изготовлением шестеренок для подготовки судов к предстоящей навигации. Делаю шестеренку, чтобы сделать машинку на коленвалы большие, для ремонта коленвалов. В этом году в навигации планируется задействовать около 300 судов. На сегодняшний день все они практически готовы. Достраиваем земснаряд. Для Ленского пароходства будет наш свой земснаряд, которым мы будем заниматься вдублением затонов наших. Затонов у нас много и они мелеют, поэтому надо их поддерживать постоянно в рабочем состоянии, в исправном. Вот для этой цели мы строим земснаряд, чтобы снизить затраты на содержание наших затонов. Средний возраст судов, курсирующих в Ленском бассейне, около 38 лет. Они практически изжили свой ресурс. Чтобы омолодить флот, и строится новая современная судоверфь. 25 апреля запланировано забитие первой сваи будущего объекта. Принято решение по строительству судостроительных мощностей, на которых будет построен новый флот, отвечающий последним требованиям по безопасности. Строительство Жатайской судоверфи будет проходить в 2 этапа. Первый этап подразумевает судостроительный цех. Основное здание Жатайской судоверфи размером около 25 тысяч квадратных метров будет построено на этом пустыре. Это будет основной цех, в котором будут производиться корпуса судна. То есть отсюда будут выходить практически готовые корабли. Традиционно навигация в Якутии официально начинается, когда первое судно встает на погрузку в порту Осетрова. Юрий Осипов, Семен Симонов, Жатай.